Сюда. Меня-то не видно. Меня не будет видно. Я имею в виду тут. Ну ладно, добрый день, или даже уже, наверное, добрый вечер, уважаемые участники Олимпиады и сочувствующие лица. Мы немножечко с вами сегодня посмотрим на то, что у нас было задано. Сами решения подробно я разбирать не буду. Они, во-первых, есть у нас на сайте, во-вторых, я думаю, что уже многие выложили эти решения, и большинство из вас, тех, кто интересуется математикой, давно уже ознакомилась с решениями. Я больше внимания сейчас обращу на оценивание, на вопрос оценивания в целом, на оценивание конкретных задач, ну и на некоторые тонкости, связанные с тем, как мы проводим проверку. Как вы знаете, с прошлого года проверка у нас проводится по аналогии с проверкой единого государственного экзамена в 3 этапа. То есть у нас проводится проверка 2 экспертами независимыми друг от друга, они проверяют работы. И далее результаты сводятся в единое целое, и в случае несовпадения оценок, в случае спорных оценок, а также те работы, которые набрали наибольшее количество баллов, они проходят 3-ю проверку, но уже лично мною, то есть председателем комиссии. Какие из этого возможны у вас возникнут вопросы и какие могут быть из-за этого у нас какие-то спорные моменты? Ну, во-первых, мы все люди, конечно, мы в основном ориентируемся на критерии, но вполне может быть так, что эксперты подходят к оценке немножечко по-разному. Кто-то чуть может где-то побольше поставить, кто-то где-то что-то не заметит или наоборот отнесется к какому-то моменту с большей строгостью. Поэтому расхождения в оценивании есть, хотя и не значительные. Я не могу сказать, чтобы у нас эксперты не разбирались в работах. Расхождение, 1-2 балла. То есть кто-то снимает за какие-то моменты баллы, кто-то не снимает, поэтому небольшие расхождения есть. Вот. Но эти работы, как уже было сказано, проверяются независимо, поэтому каждый из экспертов получает свой отсканированный вариант. У вас же в личном кабинете выложен только один из них, поэтому вполне может так случиться, что баллы по какой-то задаче могут отличаться от итоговых баллов именно в связи с тем, что один эксперт поставил столько-то баллов, другой. По итогу было решено выставить балл, например, 0 баллов, а у вас на листочке написано 1, предположим, балл. Это как раз вот связано с таким вот организационным моментом. Поэтому ориентироваться, все настоящие баллы все есть в итоговой таблице. То есть там в итоговой таблице все баллы учтены правильные. Если есть какие-то вопросы конкретно по задаче, вы всегда можете, вот после вебинара у нас я где-то минут 15-20, я обычно говорю, дойду до дома и зайду в личный кабинет, и вы можете мне лично задать вопросы по оцениванию той или иной задачи, если вы вдруг сомневаетесь, да, если у вас в работе вам кажется больше баллов проставлено, чем в итоге в таблице. Тут можно решить вопрос вот именно личным вопросом. Я скажу, да, действительно, там вот было принято решение оценить таким-то количеством баллов. То есть вот это такой организационный момент, к сожалению, да, есть. Еще какая есть тонкость? В тех критериях, которые вы вот видите сейчас на экране, например, видите критерии оценивания и те критерии, которые выложены у нас в ваших кабинетах, это авторские критерии, то есть это начальные критерии. Те критерии, которые были предложены составителями задач. Данные критерии дополняются в ходе проверки работ. У нас есть чаты общие для членов предметных комиссий,
которых мы обсуждаем проблемные ситуации, то есть и спрашиваем, вот за такую-то ситуацию можно ли снять за что-то балл или можно ли оценить то или иное продвижение в определенное количество баллов. Поэтому, кроме вот этих основных критериев, члены комиссии еще имеют дополнительные критерии, в которых обсуждаются как раз вот эти моменты. За что снижать баллы, за что можно дать дополнительный балл или какое продвижение можно оценить в определенное количество баллов. Поэтому у нас есть еще уточненные критерии. Вполне возможно, что, например, исходная ваша какая-то оценка была изменена в связи с дополнениями, с критериями, предъявленные предметной комиссии, центральной предметной комиссии. Поэтому расхождения могут быть. Вопросы можно решить именно через чат. Но если вы не согласны с баллами, как вы знаете, вы имеете право подать апелляцию. Но могу сразу сказать, что те работы, которые имеют наибольшее количество баллов, они все мною лично от и до просмотрены. Поэтому там каждый балл я могу аргументировать, защитить и зачесть. То есть каждый балл, который там стоит, я его могу в соответствии с критериями четко обосновать, почему стоит столько-то баллов. Вы можете писать все равно апелляцию, я вам это все разъясню. Другой вопрос, те задания, которые, возможно, я не увидела, либо может так случиться, что вы можете доказать, что тот или иной факт действительно является фактом, который влияет на общее продвижение и может быть оценен в 2-3 балла. Как известно, у нас есть такие дополнительные утверждения, которые можно подобным образом оценивать. Тогда вы можете написать апелляцию аргументированную, то есть сказать, что я считаю за задачу номер 3 мне можно поставить 2 балла, так как такой-то факт, указываем конкретно, является значимым для решения данной задачи. Или я считаю, что балл снят необоснованно, так как данный неучтенный факт не влияет на решение задачи. Это можно, пожалуйста, сделать. Еще раз повторю, аргументированно. Апелляции вида «я не согласен с оценкой задачи номер 3» я говорила уже на самой Олимпиаде и повторюсь еще раз. Имеют ответом задание оценено согласно критериям, точка. Все. Поэтому апелляция должна быть обоснована, аргументирована. Если есть желание, пожалуйста. Но сначала можно поговорить со мной в чате. То есть, может быть, вы не захотите подавать апелляцию, либо я, возможно, увижу, какая оценка. Может быть, где-то еще есть возможность изменить. У нас итоги пока предварительные. Окончательные итоги будут после апелляции. Это к понедельнику. Поэтому пока еще все мы можем изменить, но обоснованно и аргументированно. Вот, ну, что хочу еще в общем сказать по работам. Работы, на мой взгляд, в этом году оказались, то ли задания более простые, то ли дети у нас все более и более умные. Я буду считать второй вариант. Но в целом могу сказать, что результаты неплохие. То есть очень многие показали знания математики, умение рассуждать, умение последовательно излагать свои рассуждения. И, что интересно, применять какие-то хорошие методы решения, что тоже очень приятно. Теперь давайте пойдем конкретно по работам, по задачам. Обратите внимание, что есть задачи, которые одинаковы для некоторых классов, то есть совпадающие задачи, и есть задачи, которые имеют аналоги, но немножечко отличаются по формулировкам и заданиям. Поэтому, да, и кроме того, критерии могут для этих задач отличаться в зависимости от условий задачи, а еще в зависимости от класса. Чем старше класс, тем строже критерии, что понятно. Чем старше, тем более обоснованно вы можете излагать свои рассуждения. Итак, давайте пойдем по первому дню, может даже, наверное, я думаю, по дням или по классам. Давайте по классам, чтобы можно было как-то более так концентрированно изучать. Итак, давайте первый день, 8 класс. Задача номер 1, очень простая задача, в которой, используя теорию делимости, можно было показать, что в разряде сотен находится 0. Обратите внимание на критерии. Так, большинство из вас решили, тут все хорошо с этой задачей было.
большинство не значит все, да, большинство. Какие моменты могли привести к снижению баллов за данную задачу? Ну, во-первых, если приведен только ответ без рассуждений, это всегда был 0 баллов, но тут даже предлагается за это поставить 1 балл, то есть если ответ стоит, ответ 0, то уже 1 балл есть. Ну, это 8 класс, это мягкие критерии. Далее. Тоже мягкий для 8 класса критерий, что если вы не привели пример, то за это балл не снижается. Тоже хорошо. За что может быть снижен здесь балл и что очень важно в решении задачи? В решении данной задачи очень важно указывать, что остаток меньше 40. В дополнительных критериях по данной задаче даже говорится, что если не указано, что остаток меньше 40, то оценка за данное задание ставится не более 4 баллов. То есть то, что остаток при делении на 40 и на 125 числа n, есть одно и то же число, не меньше 40, простите, это влияет на ответ, влияет на значение цифры в разряде сотен. Поэтому, если это ограничение отсутствует, то 4 балла. Так, далее. Вторая задача. Задача на оценку произведения. Значит, само решение, даже два решения здесь приведены. Обратите внимание, что в этих решениях сначала, ну давайте первое, да, первое решение. Сначала эти неравенства складываются, неравенство одного знака мы имеем право складывать без всяких проблем, а далее предлагается эти неравенства перемножить. Обратите внимание, что для умножения неравенств мы должны обязательно с вами сослаться на неотрицательность обоих частей неравенства, обеих частей. Если этой отсылочки нет, то опять же балл снижается. Так, сейчас, секундочку. Так, не здесь, не здесь. Сейчас посмотрим, в критерии об этом не говорится. Угу. Да, но если вы перемножаете неравенство, не обосновать в возможность такого умножения, то, соответственно, мне кажется, не более 3 или 4 баллов за это ставится, потому что просто так неравенство перемножать нельзя, мы это знаем. Ну вот, и в первом методе, как вы видите, знак произведения x, y определяется буквально на второе действие. Очень хорошо, очень красивое решение. Вот, если здесь, если вы получили, что сумма меньше нуля, за это уже можно было получить 2 балла. Очень такой мягкий критерий, очень мягкая расстановка баллов. Вот. Если нет примера, показывающего возможность данного неравенства, выполнения данного неравенства, оценка для 8 класса не снижается. То есть тоже, опять же говорю, мягкий критерий. Многие, решая данное задание, разбирали различные случаи, разбирали ситуацию, когда обе переменные положительные, обе переменные отрицательные, обе переменные разного знака. И, конечно же, нужно было не забыть про случай, когда обе переменные или одна из переменных равна нулю. Для 8 класса, если эту ситуацию не рассматривали, комиссия предложила баллы не снижать. Вот такой тоже, опять же, мягкий подход. Поэтому за это в 8 классе не снижали. Ну а для старших классов при решении аналогичной задачи уже происходило, если не ошибаюсь, снижение на 2 балла, если эта ситуация не рассмотрена. Так, давайте сразу к третьей задаче. Третья задача это у нас получилась такая очень неприятная ситуация. К сожалению, такая ситуация возможна, но тем не менее так вот сложилось, да, что в условии задачи была ошибка. Ребята, которые присутствовали на Олимпиаде, вы знаете, я сама лично к вам пришла и сказала, что вот, к сожалению, такое дело, пропустили ограничение, что в условии задачи не у каждого 39 знакомых, а у каждого не более 39 знакомых. И мы прекрасно с вами понимаем, что задача значительно усложнилась. Так как строгое равенство – это одна задача, а оценка в виде неравенства – это совсем другие условия, другая задача. Поэтому кому-то пришлось
задание перерешивать, кто-то, к сожалению, не успел даже решить это задание. Такое тоже бывает. По оцениванию, как вы видите, само решение вы все видите, там нужно было оценить количество знакомств, при этом знакомства считались между мальчиками и девочками, потому что знакомства между детьми одного пола на решение задачи не влияют, поэтому тут рассматривалось именно количество знакомств. Если все они имеют поровну знакомств, да, то количество знакомств между мальчиками и девочками можно было рассматривать так, как равенство, да, x, y равняется 79 минус x умножить на y. Нет, так. Сейчас дайте вспомнить. Да, и нужно было рассматривать делимость одной величины, в данном случае y. Да, y это количество девочек, которые знает каждый мальчик. Все вспомнила. Вот, и нужно было показать, что y делится на 79 минус x и одновременно делится, делится на x, да? И далее, опираясь на то, что x является числом взаимно простым с числом 79 минус x, мы приходили к противоречию. Для 8 класса можно было не доказывать, что числа x и 79 минус x являются взаимно простыми. Для более старшего класса, если не ошибаюсь, в 9 классе подобная есть задача. Или ошибаюсь? Так, нет. Значит, в каком-то другом классе есть аналогичная задача. Нет, не было. Не было. Ну, в общем, если вы этот факт не доказывали, то за это балл не снижается, опять же, предложено Центральной предметной комиссией. Поэтому я помню, у одного из участников это было даже рассмотрено, там перечислено, но строгого обоснования нет, за это балл не снижался, там все было хорошо. Дальше 4-я задача. Так, 4-я задача. Задача игровая на описание стратегии. Если я правильно помню, данную задачу у нас мало кто решал. Вообще задачи такого типа не очень-то решаемые, не очень часто решаются. Но чаще всего сводится к тому, что нужно придумать стратегию, да, и самое главное ее обосновать, описать. То есть недостаточно просто сказать, недостаточно просто написать ответ. Нужно описать саму стратегию. Как вы видите, в самих критериях написано только ответ, то есть 0 баллов. То есть если написали 74, это 0 баллов. Если мы ведем речь о стратегии, мы должны обязательно правильно ее описывать. Это касается, кстати говоря, и игровых задач для более старших классов. Что значит описать стратегию? Это значит описать, каким образом будет действовать игрок в любой из возможных ситуаций. То есть не только ситуацию, когда второй игрок действует каким-то единым образом, а все возможные случаи. Мы должны описать действие, мы должны показать возможность осуществления того или иного действия, и мы должны обосновать, почему данная стратегия приведет к выигрышу. Вот эти 3 момента обязательно должны присутствовать в каждой из подобных задач. Если чего-то не хватает, то баллы опять же снимаются. То есть, видите, если стратегию мы написали, мы должны обосновать данную стратегию, описать саму стратегию и обосновать. Так, далее, так как в данной задаче еще тоже важный момент, должна быть описана стратегия с наибольшим значением k, то описание решения должно содержать опять же 2 пункта. Это оценка и пример. То есть нужно было доказать, что количество действий у нас не превосходит 74, а потом привести пример с
стратегии, позволяющей добиться результата ровно за 74 при действии. Вот тоже такой момент надо иметь в виду. Геометрическая задача, к сожалению, почему-то для 8 класса решение геометрической задачи не сопровождается рисунком, что, как вы сами понимаете, не очень-то хорошо. Значит, сама геометрическая задача в этом году была не очень сложная, хорошая задача, можно было вполне ее решить. Но, как всегда, это тоже у нас типично, к геометрической задаче многие даже не приступают. К сожалению, геометрия у нас везде, и в ЕГЭ, и в олимпиадах очень сильно незаслуженно, наверное, забыта. Так, само решение я рекомендую вам, так как у меня нет возможности выполнять где-то рисунок сейчас, вам рассказывать, поэтому я рекомендую просмотреть данное решение с выполнением, одновременным выполнением рисунка, обсудить. Предлагается здесь два решения, оба достаточно хороших, хотя первое, основанное на теореме Фалеса, приводит к результату, конечно, гораздо быстрее. Так, по критериям давайте. Ну, вроде так, я не помню, что кто-то эту задачу решал. Возможно, я не все помню. Или, скорее всего, в оценивании данной задачи не возникло проблем, поэтому я ее не помню. Значит, какие есть дополнительные критерии? За доказательство равнобокости трапеций дается не более 3 баллов. За доказательство факта, что АС равняется КЛ, дается 3 балла. Если в задаче был рассмотрен только случай, когда АС параллельно КЛ, то есть рассмотрен частный случай, задача может быть оценена в 1 балл, решение в 1 балл. Хотя на самом деле, конечно, это не так. Если же при рассуждении ситуация параллельности не возникает, то есть рассмотрен только случай, когда АС не параллельно КЛ, то за решение ставится 4 балла. Поэтому тут получается, что нужно рассматривать, вот в решении вы видите, да, нужно рассматривать две ситуации. Когда АС КЛ параллелограмм и когда АС КЛ равнобедренная трапеция. Первый случай 1 балл, второй случай 4 балла. Ну, суммарный, да, получается. И вообще за общее решение, за общую культуру, получается, до 7 баллов можно набрать. Так, ну вот по 8 классу первый день. Давайте теперь второй день, сразу же 8 класс разберем и закончим с вами. 6-я задача, если не ошибаюсь, решена практически всеми. Так, один человек, да, не решил. Далее, без разрезания за эту задачу ставилось 5 баллов. Но, по-моему, всех, кто эту задачу решил, все было красиво, показаны разрезы, показаны уголочки. Я думаю, что на данной задаче останавливаться не стоит. Это задача, в которой достаточно привести пример, и этот пример очень легко мог быть найден. Дальше следующая задача, 7-я задача. Значит, равносторонний треугольник, и нужно было нужно было найти сумму углов. Значит, в этой задаче нужно было расположить точки P и R разными способами. Обратите внимание, что если мы берем какое-то одно строгое расположение, то за это мог быть получен только 1 балл. То есть, так, если не ошибаюсь, у кого-то в задаче было так, что точки ровно там посередине как-то, да, по-моему, посередине поставлены, и задача такая была решена для частного случая. Конечно же, это у нас неправильный подход, и за это был поставлен, если не ошибаюсь, 1 балл. Что еще по этим задачам? Значит, так, некоторые факты можно было использовать в данной задаче без доказательств, например, параллельность АБ и ПР. Это можно было не доказывать. Очень интересный есть критерий, и я им воспользовалась при оценивании одного из решений.
Вот Центральная предметная комиссия такой предлагает критерий. Если есть неверные доказательства очевидных фактов, штрафовать на 1 балл за грязь в решении. Абсолютно я солидарна с этим мнением, и мне на самом деле данного критерия иногда очень не хватает, потому что небрежность не небрежность оформительская, а небрежность в изложении фактов, применение каких-то бытовых слов, которые не имеют аналогов, не имеют терминов каких-то строгих в геометрии. Это очень неаккуратное решение, которое, конечно, для 8 класса еще там более-менее так можно было обойтись, заштрафовать и все. Для старших классов использование таких решений уже оценивается в 0 баллов. Поэтому, пожалуйста, геометрия, наука точная, у нее основанная на аксиомах, теоремах, свойствах, которые можно аккуратно, красиво обосновать и записать. Поэтому слова, что там при передвижении, плавном передвижении прямой такая-то величина плавно меняется, или величина несоизмеримо меньшая, поэтому ей можно пренебречь, такого мы в математике не применяем. Поэтому, пожалуйста, при оформлении решения используем красивые термины математические, опираемся на доказанные известные теоремы. Это вот такой, я сняла 1 балл, сама прекрасно помню, в одной из задач. Следующая задача, 8, про разрезы. Тут, кстати, тоже было решение, в котором было неаккуратное оформление одно, это так слово. Итак, квадратик режется на части, и нужно было показать, что в каждую из частей можно вписать, не можно, а вписав каким-то образом окружность, можно получить суммарный радиус не меньше единицы. Хорошо задача решается по индукции, то есть исходный квадрат может быть, в исходный квадрат может быть вписан круг радиуса 1, что логично. А далее каждое разрезание ведет к тому, что мы получаем 2 фигуры, в каждую из которых можно вписать по кругу. И так, если рассмотреть вот точки касания и сместить их друг к другу, можно показать, что суммарные радиусы при одном разрезании, суммарные радиусы либо равны, либо больше предыдущего радиуса. Следовательно, каждый дальнейший разрез приведет к увеличению суммарных радиусов, и в итоге они будут не меньше исходного радиуса 1. Предварительных критериев нет, задачи решали, данную задачу решали. Значит, так, секундочку. Так. Только за саму идею, что при разрезе радиусы не увеличиваются, предметная комиссия предлагает ставить всего 1 балл. Если вы просто как бы на глаз видите, что суммарные радиусы становятся больше или становятся не меньше, это 1 балл. Обоснование было вот решение, которое, по-моему, таким образом мною было оценено. Просто было написано: видно, что фигура больше, поэтому в нее можно вписать большую окружность. Ну, во-первых, у нас нет таких оценок, сравнений между фигурами больше-меньше. Что нам видно по рисунку, не является доказательством. Доказательство должно быть строгим. Это вот по поводу оценивания. Так, далее, давайте дальше. Следующая 9 задача. Доказать, что число вида n факториал плюс n в кубе плюс 1 простое число. Как видим, для доказательства данного факта... Да, и в этом случае, если это число простое, чуть-чуть пропустила, число n квадрат плюс 2 является суммой 2 простых чисел. Варианты решения типа n квадрат плюс 2 большое число, поэтому представимо в виде разных сумм, среди них найдется сумма 2 простых, это 0 баллов. Да? То есть на такие вещи мы не ссылаемся, доказательства должны быть строгими. Для доказательства данного факта используется представление
нужного нам числа в виде, так, сейчас, в виде суммы n квадрат минус n плюс 1 и n плюс 1. А для этого мы оцениваем с вами число n в кубе плюс 1. Так как n в кубе плюс 1 может быть разложено как раз вот на эти вышеупомянутые множители, то смотрите, так, если у этого числа есть делитель больше единицы, но и, конечно же, не превосходящий n, тогда этот делитель будет и делителем числа n факториал, следовательно, исходное число будет иметь делитель, превосходящий единицу, не будет являться простым. Поэтому мы с вами делаем вывод, что числа n квадрат минус n плюс 1 и n плюс 1 простые, а их сумма дает нам требуемое число. По критериям, так, можно было получить 1 балл за доказательство того, что число n плюс 1 является простым в данной ситуации, да? И можно было не доказывать, что n квадрат минус n плюс 1 простое. В этом случае можно было за решение получить 4 балла. Ну, не помню, кто-то решал, не решал, либо предыдущие эксперты сошлись в оценке, и тогда я не смотрела эту задачу, либо не приступили к решению задания, хотя, как вы видите, задание оказывается несложное. Так, и последняя, давайте для данного класса 10-я задача. Так, сейчас вспомню. Да, данная задача решается по индукции, критериев нет, и более того, могу сказать, что и критериев дополнительных нет, ну, потому что это как раз та самая последняя 10-я задача, решение которой имеет довольно-таки такую специфику интересную, и мало кто к ней приступает. Доказывается, как я уже сказала, по индукции, берем в качестве базы k равная единице, и далее аккуратненько почитайте, я не буду сильно сейчас зачитывать решение, я думаю, читать все умеем. Вот. Мне более важно рассказать вам про критерии оценивания. Так, по 8 классу, я думаю, что мы с вами закончили, и если надо, 8 класс, в принципе, вы можете пока подумать над тем, как ваша работа оценивается, но я бы вам рекомендовала, наверное, послушать, что вас ждет впереди, потому что вы 8 класс, у вас есть еще возможность участвовать в Олимпиаде в следующий год и так далее. То есть посмотрите, насколько строгие у нас критерии, да, оцените, как мы подходим к оцениванию задач, и ориентируйтесь на то, что в дальнейшем, когда вы будете в следующем году принимать участие в нашей Олимпиаде, вы будете оформлять красиво и правильное решение. Итак, перейдем к 9 классу. Итак, 9 класс. 9 класс, задача номер 1. Задача есть аналогичная для 10 класса, но для 9 класса у нас немножко более мягкие задания. Итак, нам надо было доказать только то, что можно... Так, получается, что вам в 9 классе нужно было доказать только то, что из желтых палочек треугольник сложить нельзя. Если у нас в задаче что-то не получается, нам достаточно привести пример того, что это не получается. Например, если у нас исходные треугольники были со сторонами 1, 2, 2 и второй такой же, то, выбрав первую кучку палочки с длинами 1, 1, 2, мы получаем, что из желтых палочек у нас треугольник сложить нельзя. Обратите внимание на то, что это, забегая вперед, для 10 класса, да, из длинных палочек сложить можно. И обратите внимание, что достаточно привести пример, и за это уже будет 7 баллов. Понятное дело, что примеров можно было много разных привести, лишь бы они были верные. К сожалению, если не ошибаюсь, в 10 классе был приведен пример, где исходные числа не составляли треугольник.
То есть это был неверный пример, и все. То есть мы не только для нужного нам треугольника проверяем возможность, ну, естественно, по правилу треугольника мы проверяем. Не только для тех, которые новые, для старых-то тоже должно условие выполняться. Так, по критериям, да? Что у нас по критериям? Так, если пример приведен, но в работе не показана возможность, то есть не проанализировано, почему мы не можем составить треугольник с отрезками 1, 1 и 2 со сторонами. За это уже снижалось 3 балла. 3 балла минус. То есть, если вы проверяете, что что-то не получается, вы должны это показать в работе. То, что это и так понятно, к сожалению, не является решением. Это всего лишь ваше рассуждение. Так, следующая задача. Это такая же задача, которая была в 8 классе, только, если не ошибаюсь, с другими знаками, да? Или с теми же, не помню. Доказывается точно так же сложением и умножением неравенств. Тут сильно останавливаться не буду. Для 9 класса предлагаются еще решения. Второе решение аналогично тому, которое было предложено для 8 класса. Ну и здесь еще есть одно решение, связанное с изучением функции, с изучением квадратного трехчлена вида t квадрат минус t минус y квадрат, да? Где вот x заменен на t. Так, что по комментариям? Значит, если в 8 классе за доказательство факта x плюс y, за оценку знака x плюс y ставилось 2 балла, то в 9 за это всего 1 балл. Далее, обратите внимание, не надо было показывать существование чисел, уже известно, что они есть. Далее, здесь, если вы доказали, что произведение положительно, пример можно было не приводить. В отличие, например, от похожей задачи в 10 классе, где нужно было приводить пример. Но вообще говоря, если мы проводим, еще раз повторюсь, если мы решаем задачи на оценку, должна быть оценка и должен быть пример, показывающий достижимость данной оценки. Поэтому если мы говорим о культурном, правильном математическом оформлении задачи, то лучше было бы пример привести. Так, следующая задача, третья задача. Про делители, да, чисел а плюс b. Так, итак, вспоминаем, да, 3 натуральных числа а, б, с, для которых дробь аб плюс с квадрат делить на а плюс b является натуральным числом меньшим а и b. Нужно было найти наименьшее количество натуральных делителей у суммы этих чисел. Также у нас есть здесь, по-моему, 2 решения. Основано оно на том, что, как мы знаем, любое натуральное число имеет хотя бы 2 положительных натуральных делителя. Ну и так как а плюс b больше единицы, то это будут разные делители, поэтому 2 делителя точно есть. Наша была задача показать, что найдется еще один делитель. Как вы видите, рассматривая исходное выражение, можно было преобразовать его и получить, что у нас выполняется соотношение вида а минус k умножить на b минус k равняется вот такому вот выражению. К у нас меньше, чем а и b, поэтому слева у нас находится, конечно же, положительное число, откуда мы делаем вывод, что число c меньше k. Ну и далее, рассматривая делимость, рассматривая представление разностей в виде произведений различных множителей и используя теорию наибольшего, общего делителя, можно было доказать требуемое условие. Вот. И в конце, смотрите, решение, как я уже до этого говорила, приведен пример такого варианта, да, то есть такого случая, когда у нас нужное нам число k имеет 3 делителя. Это делители 1, 5 и 25. Так, за что можно было получить здесь баллы, да? Только за приведение примера, если я не ошибаюсь. Сейчас, секундочку. Так. Ну, только за пример у нас, по-моему, всегда 0 баллов, да?
Вот. Далее, если был забыт делитель единицы, комиссии предлагался для снятия всего 1 балл. Если мы используем какие-то неравенства, например, вот мы в ходе решения видели, что у нас С меньше А и С меньше Б. Да? Если это не доказано, то снимались 2 балла. Только за доказательство фактов, что А больше С или Б больше С, ставился всего... только за доказательство этих фактов ставилось 0 баллов и так далее. Что еще хотелось тут сказать? Так, вот она, да? Да, вот интересный тоже комментарий, что не снимались баллы за то, что мы использовали представление в виде произведения, сейчас чуть-чуть отмотаю наверх, обозначенное вот здесь звездочкой. То есть вот это считается известным представлением, и его доказывать не надо было. Так, ну а если вы его неправильно, как тут комментируют, да, если вы его неправильно использовали, за это могли балл снять. Так, ну, на делимость, конечно, задача интересная, но не самая простая. Решить можно, я вам рекомендую поизучать. По оцениванию, по-моему, мало кто у нас эту задачу решал. Опять же, если вы видите, что где-то чего-то я могу прибавить, напишите мне, я посмотрю подробнее, потому что мало у кого я видела решение этой задачи. Так, 4-я геометрическая, вот тут, слава богу, с рисуночком, да, задача. В этом году геометрическая задача, как всегда, это была задача, связанная с окружностями, это уже классика для олимпиадных задач. Но в этом году она была достаточно простой задачей. Да? Нам нужно было доказать, что окружность проходит, окружность, описанная вокруг треугольника CMD, проходит через центр окружности омега. Доказательства, как и всегда, как и очень часто при решении геометрических задач, не могут быть разным образом доказаны. Первое решение такое достаточно стандартное, основанное на том, что для точек, лежащих на одной окружности, выполняется у нас следующее соотношение, да, что PM умножить на PO равняется PC умножить на PD. Вот. За это... Сейчас, секунду, где-то тут... В общем, если вы это доказали, то считайте, что вы уже задачу решили. Чтобы доказать данный факт, можно было вот тут вот рассматривать, конечно же, общую касательную, проведенную так... Да, общую касательную, проведенную к точке касания двух окружностей. Сейчас, секунду, еще вспомню. Не все задачи помню. Да, ну и рассматривать прямоугольные треугольники, тут, по-моему, если не ошибаюсь, какие-то подобные треугольники, и, соответственно, через подобные треугольники соотношение у нас получалось. Даже не через подобные, даже просто по свойству высоты в прямоугольном треугольнике. Очень красивое, хорошее решение. Второе решение, так... Да, использует преобразование гомотетии. Не очень часто его можно встретить в решении использования данного преобразования при решении задач. Но, тем не менее, если вы почитаете данный метод использования преобразования плоскости, оказывается, позволяет данную задачу решить. Ну, не могу сказать, что проще, но, тем не менее, подход есть, можно его почитать, можно его рассмотреть. По оцениванию давайте. Так, задача номер 4. Так, не снимается отсутствие упоминания о выпуклости. Но я его и не видела ни разу ни в одном решении. 2 балла можно было получить, если доказать, что точки P, M, O лежат, что взять дополнительную точку P и показать, что точки P, M, O лежат на одной прямой. Вот. Но тоже, по-моему, если не ошибаюсь, в решениях этого не было ни у кого. То есть особо тут по оцениванию мне добавить нечего.
Следующая, пятая задача. Так, пятая, сейчас. Да, аналогичная задача есть в 10 классе. Очень такое, на мой взгляд, аккуратное решение, аккуратная стратегия, очень понятная и объяснимая, да, стратегия. Итак, вспоминайте, там у нас опять же игровая ситуация, идет расстановка, раскрашивание, да, раскрашивание клеточек идет у нас, и нужно было просчитать, кто выиграет, и соответствующую выигрышную стратегию. Как вы видите, выигрывает у нас Петя. Стратегия состоит в том, что он первым ходом делит вот на третьем рисунке показано, делит всю картиночку на два треугольничка, которые в плане ходов можно считать симметричными, если произвести такой условный сдвиг треугольников, клеточек, составляющих треугольники, и тогда расстановку раскрашивания клеток по диагонали можно считать эквивалентным, равносильным раскрашиванию клеток по вертикали. И тогда каждый ход Васи может быть, после каждого хода Васи может совершить аналогичный симметричный ход Петя. Хорошая задача на стратегию. Значит, давайте сразу к критериям. Да? Как я уже говорила, если мы описываем стратегию, то только за ответ, видите, в критериях 0. Устроить стратегию 1 балл. Ну, это никому не надо. Давайте лучше посмотрим, что у нас по самим задачам. Значит, только за первый верный ход Пети, который многие предложили, 0 баллов. То есть за это ничего не ставим. Далее нам самое главное нужно было обосновать возможность того, что Петя может сделать ход. А для этого нам недостаточно только описать, что Петя делает какой-то там ход. Нужно было сказать, что он может сделать этот ход. И что каждый ход Васи может повлечь за собой ход Пети. Были решения, в которых после деления на две части декларировалось только то, что Петя ходит с одной стороны, Вася ходит с другой стороны. Это не стратегия, это вариант развития игры. За частный случай за вариант ставится 0 баллов. Имейте в виду. Мы должны были предусмотреть ответный ход на любой возможный ход Васи, а никто не запрещает Васе выйти за пределы одного треугольника, ну, в смысле, не обязательно он же всегда будет, например, в верхнем раскрашивать, он может и в нижнем раскрашивать. Если этот вариант не предусмотрен, то это не стратегия, это возможный частный случай развития игры. 0 баллов. Дальше. Были ситуации, было решение, в которых было написано, что Петя делает аналогичный ход, при этом аналогия не была раскрыта. Что значит аналогичный ход? Так как у нас, вот, например, здесь в решении, я сейчас выше даже поднимусь, после сдвига треугольники стали одинаковыми, понятие аналогии становится более таким прозрачным. Аналогия же в исходных двух треугольников не просматривается абсолютно. Что значит аналог диагонали и аналог вертикали внизу? Не видно. Это не стратегия. Это правильные рассуждения, которые, к сожалению, не были переведены в понятную форму. К сожалению, тут надо не только стратегию иногда продумать, но еще уметь ее правильно описать. Вот, поэтому там либо... Если я не ошибаюсь, там было поставлено 2 или 3 балла, потому что идея правильная, но не описана. То есть стратегия как таковая не была описана. Так, первый день, 9 класс. Пошли на 9 класс, второй день. Так, задача номер 6. 2 числа десятизначных складываются. Получается третье. Обратите внимание, судя по условию задачи, десятизначное тоже число. Не судя, а так дано. И нам нужно подсчитать наибольшее количество нечетных цифр, которые могут быть в данном числе. Так как у нас всего 30 цифр, то обосновать, что 29 это наибольшее число,
только примера недостаточно. То есть пример с 29 это не значит, что это наибольшее значение. Но и только рассуждение без примера это тоже неправильное решение. Точнее говоря, это решение, которое оценивается, как вы видите, в 3 балла. То есть если вы показали, что не более 29, но без примера, что 29 достижимо, это только 3 балла. Вот, поэтому это как раз тот случай, когда решение должно содержать оценку и пример, подтверждающий оценку. Примеров можно было привести очень много, поэтому варианты тут могут быть разные. По оцениванию, давайте по оцениванию. Что у нас тут есть? Угу. Так, если в примере, может быть пример не явный, а описательный пример, вот предлагают, что оба слагаемых состоят из нечетных цифр, при этом последние цифры больше 5, да, тогда это в неявном виде мы понимаем, что результат будет достижим, но, к сожалению, это не сам пример, это всего лишь его описание. За это предлагается снять 1 балл. Так, дальше что? Ну, в принципе, с этой задачей, кто начинал решать, тот справился. Единственное, за отсутствие примера могли быть сняты баллы. Следующая, 7-я задача. Так, задача, в которой рассматривались числа, записанные в клетке таблицы. Так, нужно было доказать, что среди угловых, 4 угловых клеток найдутся 2 числа, 2 клетки, разность чисел, которых делится на 6. Давайте сразу на комментарии. Комментариев тут много, да? Так, из чего состояло решение? Решение состояло в том, что нужно было показать, что эти числа дают одинаковые остатки при делении, то есть их разность делится на 3. Это, это, по-моему, 2 балла, да? 2 балла. Дальше нужно было доказать, что эти числа состоят у нас, эти числа имеют одинаковую четность, поэтому их разность делится на 2. За это можно было 4 балла получить. Там, видите, немножечко разбито про шахматную раскраску. Вот. Ну, факт четности – это 4 балла. И так, да, это 9, да, ведь класс? Да. И за это у нас, получается, можно было как раз 7 баллов получить. Ситуации доказательства четности могли быть разные. Например, в этом решении предложена шахматная раскраска, которая показывает, что клеточки угловые все имеют одинаковый цвет, а при составлении чисел, последовательно отличающихся друг от друга в виде цепочки, получается, переход от одной угловой клетки к другой угловой клетке содержит четное количество шагов. Вот если вы бы так написали, вы бы получили 0 баллов, потому что это надо обосновать все и, естественно, доказать, что да, действительно четное количество шагов. Это можно было сделать с помощью применения шахматной раскраски, как предлагается авторами. Можно было рассмотреть просто количество клеток и переходов горизонтальных, вертикальных, посчитать аккуратненько все это, прописав, расписав аккуратно. И есть решения, в которых это все проделано. Ну и дальше показать, что раз они одной четности, то, соответственно, их разность делится на 2. Для доказательства делимости на 3 все цифры надо было, все числа в таблице надо было разбить на 3 группы. И так как у нас получается 3 группы, дающие одинаковые остатки при делении на 3, и так как у нас угловых клеток 4, то по принципу Дирихле мы получаем, что среди них обязательно найдутся 2, которые имеют одинаковые остатки, следовательно, их разность делится на 3. Так, тут, по-моему, все, да? По критериям. Сейчас.
Вот. Если не доказано, что длина маршрута четная, снимается 2 балла. Тут больше ничего нет. И так. Сейчас, секундочку. Вспомним. Так, не помню. Был дополнительный критерий, только... это может быть чуть выше написано, извините, я не помню. Просто у нас основные критерии, дополнительные критерии. Вот, все, вот он. Разбор конкретных примеров расположения чисел не оценивается. Даже если вы привели 5 вариантов расположения чисел, это 0 баллов. К сожалению, была работа, где несколько вариантов предложено, каждый из них оценено, да, там все красиво получается, но это не факт, это не доказательство, это частный случай, так и впало. И для общего случая необходимо было провести доказательства. Поэтому тот человек, который, там, не ошибаюсь, если на 2 страницах или на 3 привел много-много примеров, к сожалению, 0 баллов. Ну, это математика. Так, 8-я задача, опять же геометрическая задача, что удивительно, без окружности, да, в условии, и даже в решении окружность не используется, это прям для нас удивительно, для олимпиадной геометрии. Значит, опять же предлагается 2 решения, я думаю, что я не буду особо зачитывать сами решения, скажу, что кто-то решил геометрическую задачу в этом году, то есть она у нас получилась решаемая. Так, доказательства проводятся через подобные, если я правильно помню, треугольники и коэффициент подобия. Ну и далее, это первое, да, первое у нас доказательство, и на этом основан нужный вывод. Второе доказательство, так, это я вообще второе даже не смотрела, честно признаться. Посмотрите, порешайте, задача достаточно решабельная. Так, можно было даже 5 баллов получить только за доказательство вот этого равенства, что AD плюс BC равно 2CD. Так, ну, особо не могу ничего сказать, дополнительных критериев тут тоже нет. Ну, там, так, сейчас. Да. За доказательство параллельности отрезка, соединяющего точки пересечения медиан параллели, параллельности CD 1 балл. Так, ну, нет, таких каких-то особых критериев нет, то есть просто по стандартным критериям мы данную задачу оценивали. Так, 9-я задача про алфавит, в котором хорошие слова мы составляли, слова, из которых можно вычеркнуть буквы, и таким образом, чтобы не получилась последовательность вида АА, ББ. Значит, данные, наибольшее возможное количество букв в хорошем слове зависит от алфавита. Частные случаи некоторые разбирали, то есть алфавит, состоящий из 2 букв, алфавит, состоящий из 3 букв, не подходят, нужно в общем виде решения допускать. Здесь у нас достаточно была задача на оценку, надо было показать, что можно составить хорошее слово, состоящее из 2n плюс 1 буквы, а если взять слово, в котором уже на 1 букву больше, так, 2n плюс 2, то мы всегда сможем из него вычеркнуть буквы таким образом, чтобы какие-то из них, оставшиеся 4 из них повторялись в ненужном нам виде АА, ББ. Обратите внимание на критерии. Так, вот, в критериях у нас говорится, так, сейчас критерии открою. Только за пример хорошего слова 1 балл. Все логично, все понятно. Так, при доказательстве оценки, если мы использовали только что буква, максимум 1 буква встречается более 2 раз, за это ставится 2 балла. В дополнительных критериях снимаются баллы,
если вы не рассматривали случай, что какая-то буква встречается более 3 раз. Всего лишь 3 балла можно было получить за решение. Если упущен случай, что какая-то буква встречается более 4 раз, то 4 балла можно было получить за данную задачу. Ну, конечно, если вы дальше не просто этот факт забыли, а каким-то образом его обобщали на большее количество, там баллы могли варьироваться. Так, это не про нас. Так, вот. Примеры хороших слов не обязательно могли быть только вот в такой форме, как здесь приведены. Были решения, в которых немножечко по-другому буквы выстраивались, и тоже было показано, что слово хорошее. По-моему, там А1 было не впереди, не посерединке приписано, а в конце было приписано. Но вариантов хороших слов может быть много. Еще раз повторю, только пример 1 балл. Так, и последняя задача. Сейчас немножечко вспомним. Про n натуральных чисел. Так, не буду особо останавливаться на данной задаче. Кто-то приступал к решению, но, к сожалению, не решил, а большинство даже к решению данной задачи не приступило. Поэтому про критерии особо говорить нет смысла. Решение задачи предлагается 2 различных решения. Оба решения довольно-таки специфичны, но если первое более-менее, то второе предполагает использование такой вот вспомогательной леммы. Я предлагаю вам ознакомиться с данным решением самостоятельно, и так как никто ее не решал, точнее, кто-то решал, но, к сожалению, до конца не доведено, мне тут особо комментировать нечего. Пойдем к 10 классу. Как раз, да? Пойдем к 10 классу. Первая задача аналогичная тому, что у нас было для 9 класса, но усложнена задача. Нужно было анализировать не только возможность составления из спичек каждой группы, а нужно было конкретно доказать, что для меньших палочек у нас невозможно составить, а для больших палочек всегда возможно составить треугольник. Значит, само доказательство, естественно, опирается на свойства сторон треугольника, на правила треугольника. Для доказательства того, что нельзя составить, можно было привести пример конкретный, и за это можно было получить 4 балла. Да? Для доказательства возможности составления можно было получить 3 балла. Если только ответы это 0 баллов. Не буду останавливаться, там уже тоже было обсуждено. Задача номер 2, как вы видите, аналогична задаче, которая рассматривалась в 9 классе, только здесь вместо 2 степеней уже присутствует 4 степени. Доказательство точно такое же, основано на сложении неравенств, и далее оценка, связанная с 4 степенями x и y. Это первое решение. Во втором решении можно использовать тот же подход, который применялся в 9 классе, то есть складывая неравенство и умножая неравенство с оцениванием знаков, можно было получить, что произведение x, y положительно. Все комментарии соответствуют тому, что было у нас для 9 класса, не буду останавливаться. Пример, подтверждающий возможность достижения данного знака, не обязателен, за это балл не снимался. Третья задача. Так, про множество, содержащие числа вот такого вида. b умножить на 3c минус 5 делить на 15. Решение основано на делимости b так, сейчас, секундочку, делимость b, да? Да, делимости b на 3. Так как 3c минус 5 на 3 явно не делится, то b обязательно должно делиться на 3. Далее что? Оценивая число а как некое число между двумя степенями тройки, мы получаем, что другое число а больше предыдущего. Сейчас. Да.
то мы получаем, что число b делится на большее число, а так как b также принадлежит этому же множеству, то и для него тоже должно выполняться это условие. Поэтому если А самое большое, то b большее его не может принадлежать данному множеству, и мы получаем противоречие. То есть такое основное это то, что b делится на 3. Да? На это надо было опираться. Так. По решениям, по критериям были решения, в которых ошибочно полагалось, что для того, чтобы А было натуральным, необходимо, чтобы на 15 делилось или b или 3c минус 5. Не был рассмотрен вариант, который, когда один делится на 3, другой делится на 5. Понимаем, что за это либо 0 было баллов, либо там небольшой балл ставился. Это неверное утверждение. Были более полные решения, там не помню, как они оценивались по комментариям. Так, комментарии к 10 классу. Только если делимость b на 3 была отмечена, за это ставилось 0 баллов, нужно было какое-то еще продвижение. Так, ну задача на самом деле не очень сложная для нашего случая. Четвертая задача геометрическая, опять же связанная с окружностями. Опять же предлагаю ознакомиться самостоятельно с доказательством и заметить, что доказательство того, что описанная окружность касается m, основана на свойстве отрезков. Так, каких отрезков сейчас не вспомню, да? Отрезка касательной и отрезков хорды, да. Секущий, отрезков секущий, простите. Вот. Второе доказательство, тут одно, да, только доказательство. По решению не вспомню, честно скажу. Почитайте внимательно комментарии, что можно было получить баллы за доказательства тех или иных фактов. К сожалению, не все приступают. Геометрическая задача – это у нас задача, которая редко где встречается. По дополнительным комментариям. Так, не снимаются баллы, если не рассмотрен факт, что m и AC не могут быть параллельными. И отсутствие доказательства того, что К1 бисектриса, это у нас минус 1 балл. Вот все, что по критериям. Пятая задача, мы ее уже рассматривали, она такая же, как для 9 класса, не буду ее комментировать. Все то же самое. Второй день, 10 класс. Шестая задача, опять же, аналогичная задача тому, что было в 9 классе, только в отличие от 9 класса, здесь сумма не обязательно является десятизначным числом, а значит для достижения наибольшего количества нечетных цифр нам надо было добиться, чтобы сумма была 11-значным числом. Был пример решения, где почему-то фигурировали трехзначные числа. Это решение 0 баллов, то есть если вы доказали, это вы решили другую задачу, поэтому это 0 баллов. Так, только ответ 0 баллов. Верный пример с 30 нечетными цифрами дал бы 4 балла, то есть только пример здесь оценивается в 4 балла. Ну и оценка 3 балла. Оценка простая, поэтому не буду тоже особо говорить. Седьмая задача, опять же, про числа, вписанные в таблицу. Аналогичная задача была для 9 класса. Но обратите, пожалуйста, внимание. Так, сейчас на комментарии. Так, нет, не тут, сейчас. Ага, значит, здесь попроще, это для 11 класса будет дополнительный строгий
комментарии. Значит, опять же, как и в предыдущем случае, нужно было доказать делимость на 3, делимость на 2 и переход. Так, задача аналогичная, пропускаю. Восьмая задача геометрическая. Так. Кто-то ее решил, помню. Задача хорошо доказывается, между прочим, связана задача с углами. И опять же рекомендую просто изучить. Задача нормальная, можно решить. Комментарии. Так, вот есть факты, за которые можно было получить баллы, причем они суммируются, да? Верное описание точки X и как точки пересечения. Доказательство того, что окружность проходит через эту точку X, целый балл. Доказательство, что другая окружность проходит через эту точку, тоже 1 балл. Так, 9-я задача. Ага. Задача про фокусника, помню. Так, опять же, если был рассмотрен только частный... Да, стратегию прочитайте, хорошая стратегия. По замечаниям. Если был рассмотрен только частный случай, баллы не начисляются. То есть, если вы рассмотрели только ситуацию там с 3 карточками, но она... как некоторые написали, элементарные. Но если вы доказали на основе 3 карточек, привели стратегию для 4, для 5 карточек, и все, это 0 баллов. То есть частные случаи не рассматриваются. Было решение очень интересное, в котором было сказано, что для 4 карточек и для 5 карточек можно придумать, а если карточек много, то стратегию придумать невозможно. Да? Ну, для данного участника рекомендую хорошенечко прочитать решение, во-первых, а во-вторых, вообще ознакомиться с теорией игр. Дело в том, что стратегии у нас могут быть придуманы, оптимальные стратегии, даже тогда, когда мы этого не ожидали. Вот. Так, и 10-я задача, по-моему, аналогичная тому, что было в 9 классе. Да. Тоже не решали, тоже я не буду комментировать. Не было решений, поэтому пройдем. Так, 11 класс. Первая задача была аналогична. Очень простая задача, прекрасная задача. Для 11 класса какая-то такая задача-подарок. На делимость, точнее на оценку делимости чисел с остатком. Посмотрите на комментарии. Как я уже говорила, в 8 классе нужно было обязательно оценить остаток. Если остаток не оценен, если не показано, что величина остатка не влияет на цифру в исследуемом разряде, за это баллы снижались. Только за примеры дается 1 балл. За оценку 5 баллов. Да, за отсутствие примера 2 балла снижается. Только вот. На это тоже обратите внимание. Так, само решение простое. Я думаю, что те, кто решил, оценили задачу. Вторая задача аналогичная 10 классу. Все там точно так же. Третья задача. Очень красивая, элегантная задача про параболы. Да? Параболы у нас все, как вы видите, касаются прямой y равной -1. Это говорит о том, что все вершины лежат на данной прямой. И нужно было оценить количество точек пересечения данных парабол. Понятное дело, что здесь нам надо было в первую очередь оценить количество всех парабол, ну, если точнее, они и так уже даны, 19 900 парабол можно провести, соответствующих данному, не парабол, 200, это количество пар. Можно было и пересчитать, а можно было и воспользоваться тем, что они даны уже в условии задачи. Итак, если у нас нарисовано 200 различных функций, а мы считаем попарные точки пересечения, то вот надо было оценить эти пары. Пар у нас 19 900. Понятное дело, что раз мы считаем общее количество точек, нам надо было озаботиться количеством точек пересечения.
и увидеть в том, что возможно либо одна, либо две точки пересечения для всех этих парабол, и определить, что так как все параболы разные, но пересекают ось ОХ, проходят через точки с целочисленными абсциссами, то их количество у нас вариантов ограничено, количество, и нужно было между собой эти варианты сравнить. Убедиться в том, что для совпадения графиков необходимо, чтобы выполнялось определенное количество условий, и далее убедиться в том, что у нас суммарное количество общих точек меньше, чем 39 699. Максимальное количество на единицу меньше. Так, за что можно было получить баллы? Посмотрим. Так, 11 класс. Так, дополнительно. Третья задача. Говорится. Так, можно было получить баллы, если описать и доказать условия, при которых пара графиков имеет ровно одну точку. Или, еще 1 балл, при каких условиях описать и доказать. Итого 2 балла можно было за это получить. Если помните, по решению, кто читал решение, такими условиями являются либо совпадение ширины, так называемой, между точками ширины многочлена, так договорились они, а на самом деле это расстояние между точками пересечения с осью ОХ. Так, или так совпадает ширина или совпадает ось. Но ось на самом деле это среднеарифметическая точек пересечения, и поэтому здесь на самом деле связь между этими двумя фактами, на мой взгляд, просматривается. Вот, за это можно было получить за формулировку условий 1 балл, за доказательство еще 1 балл. Так, ну вот, за доказательство того, что число на доске не больше 5 баллов. Ну, не знаю, комментариев по этой задаче нет. На самом деле приступали к решению, и несколько человек пришли к неверному выводу, что ситуация возможна, и даже убедительно, ложно убедительно показали, что это возможно. На самом деле нет, конечно. Так, задача стереометрическая. В этом году старшеклассников пожалели, я так скажу, дали всего 1 стереометрическую задачу. Обычно старшие классы больше получают задач стереометрии, ну вот повезло вам. Решение 2 предлагается решение. Первое решение основано вот на параллельном переносе, на рассмотрение, да. Второе, на гомотете опять же, да. То есть мы видим, что метод использования преобразований плоскости и пространства в этом году очень интересно обыгран в решении олимпиадных задач. Не буду комментировать. Вот, пожалуйста, второе решение через гомотетию. Очень красивое, но трудное. Пятая задача, которой несколько человек приступили к решению. 1 даже человек, если не ошибаюсь, дошел до конца, то есть обосновал ответ свой. Поэтому молодцы, хорошо. Значит, сама формулировка, конечно же, отпугивает. Длинная очень формулировочка. Я думаю, что, опять же, вы самостоятельно ознакомьтесь, пожалуйста, с решением и обратите внимание, что в этой задаче, как всегда, необходимо сделать оценку и привести пример. Что данная оценка достижима. То есть не только показать, что в случае, когда коротышек у нас больше, чем нужно, дом не найти, но и показать, что с меньшим случаем это возможно. Так, и остался у нас 11 класс, 2 день. Первая задача, такая же, как была в 9 и 10 классе. Так, вот. И тут обратите внимание на комментарий 3 штрих.
Да, на комментарий 3 штрих. Нужно было обосновать, что... Так, секунду. Чтобы я не оставалась. В общем, нужно было показать, что маршрут существует. Так. Вот. Да, 3 штрих, правильно. Требуется хотя бы упомянуть, что существует путь между этими клеточками. То есть для младших классов это не можно было обойти, но хотя бы каким-то образом нужно было обосновать. Хотя бы, вот как здесь говорят, индукционное рассуждение, то есть то, что цепочка чисел – это цепочка последовательно следующих друг за другом клеточек, поэтому данный путь обязательно от одной клеточки от одной угловой клеточки к другой угловой клеточке существует. Если этого не было, за это снимался 1 балл. То есть, видите, не более 6 баллов за это ставится. То есть, кому-то пришлось мне этот балл снять именно в 11 классе, как более строгий критерий. 7-я задача геометрическая. Решение приведено. Доказательство того, что точки лежат на одной окружности, как и в 9 классе, можно было опять же доказывать разными способами. Эту задачу решили, потому что тут с помощью углов, с помощью соотношений между углами можно было определить нужное нам свойство. Так, 8-я задача такая же, как была в 10 классе про слова. Пропускаю. 9-я задача про многочлен. Для его решения предлагается использовать следующее утверждение, следующую лемму вспомогательную. Конечно, можно было задачу решать и другими способами. Ну, ответа верного-то я не видела ни у кого, поэтому так уж получилось. На что бы я хотела обратить внимание, я все-таки расскажу. На самой формулировке мне, например, не очень нравится место, в котором расположен показатель степени 1000. Это показатель степени, в которой нужно возвести весь многочлен P от x, а я бы, например, воспринимала, что аргументом этого многочлена является x в тысячной степени. Поэтому, ну, на мой взгляд, вот немножечко мне не хватало вот тут скобочки на P от x. Ну, не знаю, наверное, составителям это понятно, и от детей вопросов не поступало, поэтому мы посчитали, что детям это понятно. Ну, или дети просто проигнорировали данную задачу. Так, оценивание. Ну, оценивание я не помню, чтобы у кого-то было много там написано. У кого написано, мы можем обсудить конкретные решения. Не буду я уже на разные решения, приведенные разными людьми, оценивать для всех, обсуждать. Так, 10-я задача про числа, да? Значит, интересная, хорошая задача. Можно было заметить, что каждое из этих чисел по отдельности будет порождать свою отдельную последовательность, цепочку чисел, каждый из которых может быть, так, сейчас, секунду, каждый из которых может быть получено умножением предыдущего числа на один и тот же множитель. Вот. Замечено, что все числа домножаются на множитель, связанный с исходным числом. Вот это вот интересный факт. Некоторые к нему чуть-чуть дошли, но не дошли. Не все дошли. Вот за это можно было 1 балл получить. Так, вот сейчас вот я что-то смотрю. Угу. КН, да? Угу. Ага. В целом задачу, по-моему, никто не решал, не решил полностью, хотя попытки решить предпринимались. Я все-таки скажу, не обижайтесь, но вариант, что чисел много, поэтому среди них будут разные, тоже все-таки оценивается в 0 баллов. И говорить о том, что если их очень много, то рано или поздно они станут все дробными, тоже, наверное, нехорошо. Вот, поэтому
То, что чисел много, еще никаких фактов о них не дает, поэтому доказательство должно быть строгим. Доказательств тут два варианта приведены, ознакомьтесь с решениями по комментариям. Так, тут комментариев нет, комментарии в основном касаются только вот этих двух фактов. Угу. Так, сейчас я еще на П посмотрю. На П посмотрю, да. Угу. Да. Ну, в общем, задачу эту, кто решал, конечно, молодцы, что принялись решать, но, может быть, чего-то не дорешали. Так, я думаю, что мы в целом закончим на этом. Сами решения у вас у всех есть, почитайте, ознакомьтесь. Я хочу просто подытожить на общие приемы. Те, кто только начал у нас участвовать в олимпиадах, обратите внимание на какие-то особые, на мои замечания, связанные с задачами на оценку, с необходимостью приведения примеров. Задачи на стратегии очень часто встречающиеся, поэтому там обязательно нужно обосновать возможность следования выбранной стратегии и показать ее оптимальность. Ну и в целом культура оформления, то, что последовательно должны быть друг за другом ваши утверждения приведены. На это тоже внимание обратите. Так, на этом мы с вами, я думаю, закончим. Я буду минут, как всегда говорю, минут через 15 я зайду в чат, жду от вас писем, жду от вас вопросов по оцениванию тех или иных задач. Я надеюсь, что у нас количество апелляций будет минимальным. Если какие-то действительно спорные вопросы, давайте мы лучше сегодня в чате их обсудим. Я посмотрю, может быть, внимательно вашу конкретную работу. Единственное, что у меня работы не все остались. Я большую часть работ я отдала не большую часть, а большую часть работ мы размещали в системе, поэтому они сканировались, и какие-то работы у меня могут не быть. Поэтому, если вы задаете вопрос по решению, можно давать ссылочку, обычно мне дают ссылочку на ту страницу, где выложена ваша работа, чтобы я могла ее открыть и посмотреть конкретно, вот, что в вашем решении, на что вы опираетесь. Поэтому минут через 15 вопросы жду, я обычно отвечаю. Единственное, что если у вас много вопросов, придется, может быть, ответа подождать. Я не могу сразу писать 5 людям одновременно, поэтому чуть-чуть в какой-то вот очереди посидите, подождите. У нас чат написан до 7 часов, но я обычно даже не до 7, я обычно до 8 сижу, то есть вы можете спокойненько посмотреть свою работу, переоценить свои решения еще раз и задать мне интересующие вопросы. Ну, на этом все. Спасибо.